прямом эфире информационная программа «Вести Чеченской Республики». Корреспонденты и Арам Занабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Высокие гости. Форум прошел на высоком уровне, как и организация самого форума. Рамзан Кадыров провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В каких направлениях возможно сотрудничество между регионами? Доступная образовательная среда. Готовы обмениваться практиками с другими регионами и перенимать какие-то эффективные решения других субъектов. В Грозном стартовал первый всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». Поделимся мнениями, оценками и соглашениями. Символ борьбы за правду. Поздравляю с Днем Победы от души наш первый класс. Счастья всем мы вам желаем и пусть радует все вас. Учащиеся Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова приняли копию Знамени Победы. О смысле мероприятия. Стремительные темпы застройки Грозного и развития Чеченской Республики впечатляют, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с Рамзаном Кадыровым. Чиновники обсудили сотрудничество между нашими субъектами, поделились дальнейшими планами. Репортаж Луизы Яхьяевой. Рамзан Кадыров провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, прибывшим в регион в качестве участника форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». Гость поблагодарил главу республики за гостеприимство и отметил высокий уровень организации мероприятия. Также он затронул вопрос о сотрудничестве субъектов. Спасибо вам большое, что вы нашли время, приехали, поучаствовали в форуме. И я очень рад видеть вас. Давно мы не виделись. Спасибо вам за гостеприимство. И форум прошел на высоком уровне, как и организация самого форума. Это, конечно, уже, я уверен, результат коллег, которые его организовывали, именно чеченских коллег. И это важно. Важна сегодняшняя активность, важна событийность в рамках тех вызовов и трудностей, которые стоят сегодня перед нами всеми. Но народ должен видеть, что жизнь продолжается. Жизнь продолжается. И Краснодарский край строится, и Чечня строится. Грозный, столица, это важно. А форум, на самом деле, проходит в тех местах обычно, где готовы обеспечить его проведение на высоком уровне. Я хочу сказать, что на самом деле на высоком уровне форум прошел, организация, гости, все счастливы. Поэтому, Ахматович, я хочу сказать, что, безусловно, важно сегодня, что и мы встретились. Я уверен, мы обсудим ряд важных предложений по сотрудничеству наших регионов. Это сегодня тоже важно. Регионы должны дружить. Регионы – это субъекты нашей большой одной страны. И чем крепче дружба регионов, тем сильнее страна. Вот сегодня это важно как никогда. Мы должны все это понимать. И, конечно, я думаю, что и понимать мало. Сегодня нужно так жить. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча и дальнейшие наши уже совместные шаги к этому будут тому подтверждением. Несмотря на санкции, субъекты, и в частности Чеченская Республика, развиваются, в том числе благодаря поддержке руководства страны и реализации региональных программ. Правительство Российской Федерации, президент, он помогает регионам, выделяет средства, и в регионах, люди вкладывают, Чеченская Республика, послевоенная, краны, не останавливается, ни одна стройка не остановилась, вот ситуация вокруг нас вот так сложно, люди вкладывают, люди продолжают вкладывать, это дорого стоит. И мы, как вы сказали, должны жить, а жить надо достойно. Поэтому постараемся делать все для того, чтобы люди жили в хороших условиях. И для этого мы будем делать все. Спокойствие, безопасность важнее всего. И те шайтаны, которые хотят
нас поставить на колени, у них ничего не получится никогда. Да. Мы победим. Да. Согласен, никогда ни у кого это не получалось. Люди – это главная составляющая успеха и главное богатство нашей страны. Люди, правильно говорите, мы должны создавать для них условия. И сегодня наши проекты, которые в России реализуются, где-то под личным руководством нашего президента. Они показывают именно заботу президента и в целом страны, конечно, о людях, о жителях. И применительно к нашему Краснодарскому краю у нас огромное количество реализуется социальных проектов. И строительство школ, детских садов, спортивных комплексов, благоустройство территорий, комфортная городская среда, в том числе и, конечно, водоснабжение, электроснабжение. Это сегодня важно. Важно для того, чтобы, еще раз подчеркиваю, люди ощущали заботу о себе и не на словах, а на деле. Я хочу сказать, что, конечно, я готовился, когда ехал. У вас тоже очень большой инвестиционный портфель, и реализация проектов тоже высокая, и, конечно, в том числе нацпроектов. Но лучше один раз увидеть, чем сразу слышать. Поэтому я увидел, да, и нисколько не сомневаюсь в статистике. Это на самом деле так, потому что Грозный – это столица. Гость отметил быстрые темпы застройки Грозного, а Рамзан Кадыров, в свою очередь, поделился дальнейшими планами. Непрерывной работе по улучшению качества всех сфер жизни способствует федеральный центр и инвесторы, для которых очевидны перспективы республики. Мы ехали и вот так увлеклись таким монументальным строительством, что насколько будет комфортно, если все будет таким высоким и монументальным. Человек будет очень маленький, ему будет некомфортно между бетона и стекла даже проезжать, он будет небо не видеть. Но вот, наверное, здесь нужен такой баланс, который вы сегодня сохраняете, где будет монументальность, вот эти вот огромные величественные высотки, проспекты, ну и где-то, может быть, родной Грозный, который должен быть для сердца. Для сердца. Люди в этом нуждаются. И одни, и другие, все, много разных людей. Я уверен, и Грозный должен быть разным. Это же столица всех. Мы оставляем проспект Путина, не трогаем, как было, так и оставляем. А остальные места не соответствуют старые, поэтому надо поменять. Милые. Война внесла корректировки. Мы почти разрушены. Так что мы сейчас тоже начали строить микрорайон новый. Будет красивый, но не такие, как он высокие, но очень комфортные дома, там все условия, школы, больницы, там все будет там в одном месте, там уже есть инвесторы, думаю, очень красиво будет место, Это может даже стать новым центром Грозного. люди очень активно интересуются, там очень большая парковая зона, люди ходят, уже интересуются. И главное, Рамзан Иванович подчеркнул, и вы, то, что в рамках нацпроекта, садики, школы, все эти проекты туда заложены. И перспективный район. Значит, здесь наш как-то президент сказал, Владимир, что сегодня нужна вовлеченность каждого жителя страны в результат, который мы хотим получить, в том числе и в победу. Вовлеченность каждого жителя страны. И здесь я вот чувствую, даже вижу вашу личную вовлеченность, чтобы Грозный, как столица, становился таким качественным, комфортным, по-настоящему городом, который будет вызывать удивление. А это личная вовлеченность руководителя Чечни. И она, поверьте, самая главная составляющая успеха. Самое главное. А за вами уже коллеги, а потом народ. И поверьте, я не сомневаюсь, поднимете их до такого уровня комфорта и качества жизни, от которого они никогда потом не откажутся. Они уже смогут вкусить вот этот уровень комфорта. И еще раз подчеркиваю, никогда они уже от него не откажутся. Но в основе все ваша вовлеченность. Вот я смотрю, как вы этого хотите, поверьте, это дорого стоит. Это и есть практически 100% залог успеха.
Спасибо. Российская Федерация уверенно движется вперед, постоянно реализуются федеральные и региональные проекты, расширяются границы и улучшаются условия жизни населения. Луиза Яхяева, Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Грозном стартовал первый всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». Он продлится 2 дня, в ней принимают участие более 1000 экспертов и педагогов из всех регионов страны. На пленарном заседании участники мероприятия обсудили, что такое инклюзивная школа, для кого она предназначена и как сделать образовательные учреждения доступными для детей с ОВЗ. Подробности в следующем материале. С исполнения гимна страны начался Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». Открывая пленарное заседание, председатель правительства Республики Муслим Хучиев поприветствовал участников от имени Рамзана Кадырова, а также рассказал о помощи, которую оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Коснулся чиновник и благотворительной акции «Мир особенных детей», объявленной заместителем руководителя секретариата главы республики, куратора сферы здравоохранения Хутмат Кадыровой, направленной на помощь детям с ОВЗ. Инклюзивная школа – это возможность адаптации, социализации особенных детей, тем учебным процессом, который у нас проходит в школе, приближение обучения к тем возможностям, которые есть у ребенка. И на сегодняшний день важным аспектом социализации детей с свободой потребностей является формирование инклюзивной культуры. Притом культура должна быть пронизана не только специализированной школой, начиная с самого рождения ребенка, детский сад, специализированная школа и вплоть до трудоустройства. Поэтому должен быть комплексный подход, чтобы дети не чувствовали себя особенными. И это должно быть органично связано в всех этапах развития этого ребенка, начиная с его рождения. Сенатор Совета Федерации России Елена Писарева отметила, важность мероприятия заключается в возможности консолидации всех, что позволит повысить адаптационный потенциал детей и бороться с дискриминацией. Тем самым они смогут получить образование и эффективно социализироваться. Инклюзивное образование – это большая тема. Это вопросы, очень большие проблематические вопросы именно по отношению воспитания, развития и образования ребенка, особенного ребенка, у которого уже есть диагноз, медицинский диагноз, у которого иногда он еще не понимает, он еще ребенок, он не понимает, в каком мире вот он живет, а у мам и у отцов, то есть у семьи, у ближнего окружения, уже опускаются руки. И они подчас говорят, ну что все, вот у ребенка диагноз, ребенок инвалид, все, мы ничего не можем, а они могут очень многое. И вот этот форум сегодняшний здесь, он как раз и даст возможность показать всей нашей стране, каждой маме, которая сегодня будет прикована к телевидению и которая посмотрит о том, обсуждали ли ее проблему, обсуждали ли и вот тот диагноз, который поставлен ребенку, куда ему дальше идти, потому что каждая мама хочет, знаете, вот уверенной жизни в будущем. Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева поблагодарила Рамзана Кадырова и подчеркнула, что сделано немало для адаптации особенных детей, но впереди главная, глобальная цель – создать единое образовательное пространство инклюзии во всей стране. Основой развития в целом национальной системы образования для Российской Федерации является создание единого образовательного пространства, единого по всей нашей большой стране, независимо от места жительства, независимо от социального состава семьи, независимо от тех условий, в которых проживает конкретный ребенок. Образование в рамках единого образовательного пространства должно быть качественным, доступным и непрерывным для всех жителей нашей большой страны. Поэтому ключевая задача министерства здесь обеспечить такую доступность, обеспечить такое качество дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования всем без исключения детям. Генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в своем выступлении отметила, что данный форум – отличная возможность соединить все силы, чтобы вместе создать инклюзив, который, учитывая особенности, позволил бы удовлетворить индивидуальные образовательные потребности каждого. 728 тысяч человек, детей с инвалидностью. И мы все знаем статистику, что каждый год эта цифра растет. 500 тысяч детей сегодня учатся в разных форматах, коррекционных школах, школах, инклюзивных школах, ресурсных классах.
100 тысяч детей у нас сегодня на домашнем обучении. За 10 лет, правда, проделан огромный путь. И очень важно то, что сегодня заложена вот эта основа, методологическая основа, сама стратегия, да, куда мы идем, что мы хотим построить. Это очень важно, что мы все смотрим в одну сторону, да, в одном направлении. И правильно понимаем ценность инклюзии как прививки для нашего общества. Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Марина Артеменко в онлайн-формате поделилась об уникальном опыте нормативного регулирования вопросов инклюзии. О региональных коррекционных учреждениях Краснодарского края рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Перед подписанием важного для нашего региона соглашения выступила Хутмат Кадырова. Куратор сферы здравоохранения отметила, что руководство субъекта уделяет пристальное внимание людям с ОВЗ, и глава региона всегда оказывает им поддержку. Как мы знаем, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет самое пристальное внимание людям с ограниченными возможностями здоровья и всегда оказывает им личную поддержку. Так, буквально вчера мы заложили капсулу под строительство в Грозном нового, уникального по своим возможностям психоневрологического центра лечения и реабилитации детей. Этот созидательный курс Рамзана Ахматовича – главный ориентир в работе для нас. Создание мультицентра социальной и трудовой интеграции включает адаптированные программы переподготовки и повышения квалификации граждан с ограниченными возможностями здоровья, профессиональную подготовку обучающих к трудовой деятельности, адаптацию их к самостоятельному или частному сопровождению, проживанию и многое другое. Поэтому уверена, что реализация нашего соглашения будет способствовать дальнейшему развитию сферы реабилитации Чеченской Республики. Также это послужит внедрению в регионе передового опыта инновационной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, профессиональной и социальной реабилитации. Хочу пожелать всем на этом пути успеха и удачи. Директор мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Дрозденко отметила актуальность проекта во благо будущего детей, направленной на их развитие, и выразила надежду, что чеченская делегация посетит Ленинградскую область для совместного изучения алгоритмов межведомственного взаимодействия. Уважаемые организаторы, уважаемые участники данного мероприятия, для меня большая честь представлять сегодня региональную модель комплексного сопровождения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в рамках столь знакового и значимого мероприятия. Сегодня вместе мы начинаем реализацию нового социально и очень актуального проекта, направленного на всестороннее развитие наших детей и во благо их будущего. И наша общая цель – это, безусловно, помочь максимально реабилитироваться каждому ребенку, каждому гражданину, в том числе посредством его самореализации. Соглашение по созданию мультицентра социальной и трудовой интеграции в Чеченской Республике подписали Хутмат Кадырова и Ирина Дрозденко. Учреждение позволит подготовить обучающихся к трудовой деятельности, адаптации их к самостоятельности. В ходе пресс-конференции Елена Чупчева отметила, что в качестве площадки Грозный выбран не случайно. Наша республика – один из пилотных регионов, который апробирует модель инклюзивного образования, разработанную Министерством просвещения и Московским психолого-педагогическим университетом. В дополнение к этому субъект занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной деятельности и качества жизни. На самом деле в разных направлениях, начиная от роста экономики, инвестиционного климата, создания условий для бизнеса. Здесь мы работаем по национальному рейтингу инвестиционного климата, разбираем результаты в республике вместе с правительством Чеченской Республики, смотрим, где у нас точки роста, где можем еще поставить более амбициозные показатели по срокам доступа к инфраструктуре, по разрешительной документации, по мерам поддержки. Такой план у нас совместно уже подготовлен. До 2024 года поставлены такие серьезные показатели по оптимизации сроков перевода большинства услуг в электронный вид для предпринимателей, для инвесторов. Поэтому уверена, что уже в этом году бизнес почувствует те меры поддержки, новые меры поддержки, которые Чеченская Республика подготовила для предпринимателей.
Данный форум – это долгосрочный проект по развитию инклюзивного образования в России. Дети с особенностями здоровья обладают особыми запросами в части организации учебного процесса, образовательных программ и инфраструктуры. В рамках форума компании представили свои разработки, которые помогают создавать безбарьерную коммуникационную среду, проводят реабилитацию и социализацию для особенных детей. Например, мобильный сервис «Город без границ» позволяет людям строить маршрут исключительно по доступной среде, избегая препятствия. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про свой проект. Здравствуйте. Инклюзивный наблюдатель – это проект Центра проблемы аутизма, это сервис методического сопровождения инклюзивных школ в регионах. Мы оказываем комплексную поддержку, обучаем родителей, специалистов, педагогов действовать с разными детьми, в том числе с детьми с аутизмом. Спасибо. Цель форума – формирование ядра активного сообщества практиков инклюзивной школы, готовых взаимодействовать для ее развития в российском образовании. В мероприятии участвуют более 1000 участников очно и онлайн из 89 регионов страны. Я сейчас после пленарного заседания услышала очень интересные моменты, сделала для себя акценты, как мы будем в Белгородской области развивать инклюзивное образование. У нас тоже ведется огромная, большая работа в этом плане, но вот сегодня я увидела здесь единомышленников, массу людей, которые действительно в этой теме и не просто говорят общие фразы, а нацелены на результат. После пленарного заседания состоялись 5 круглых столов на актуальные темы по инклюзии, а также панельная дискуссия. Елена Чупшева провела деловые встречи с губернатором Краснодарского края и вице-губернатором Ханты-Мансийского округа. Одним из ключевых результатов форума станет создание открытого манифеста, который определит задачи в части развития инклюзивного образования, их методик и стандартов. Рамзан Абуев, Шейх Мансур Умалатов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На последние 10 дней месяца Рамадан приходится священная ночь Лайлатуль-Кадр. Мусульмане проводят эти дни поста в усиленной молитве, чтобы не пропустить то самое время. Верующие республики проводят ночи, совершая молитвы и делая дуа, прося милости и прощения для уммы. Считается, что в Лайлатуль-Кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше слышать молитвы людей. Именно поэтому принято просить прощения у Творца за совершенные грехи и читать Коран. Многие богословы обращают внимание на ночь 27-го дня месяца Рамадан, говоря, что это наиболее вероятное время. Лайлатуль Кадр бисубисюн элши дал шиен шуха сидол шдол Кур'ан достин бисюза القرآن شعبه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بقول القرآن دوستر أخ ليلة القدر بيسن أت بيسن شعبه دال لات بوقت جبرا الملاك حلقة دولش لات بوقت ملاك شو عدوس شون بوقدال الملاك شا مصو بوسو بنيخا كوري نعري إش بولش متى دايها درش دوال نجا عسن حلامز دش ولا حونتي خش حون دوعدش ودوعدش ولا حون آمين أولش ديلير سلام ما شل خيل عن بوخشا مصو بوسو بنيخي سلام ما شلوشا لات بوقت الملاك دايها درش بوخ أخ بوسو بنيخ ديل إلشنومت عليه الصلاة والسلام ديل ديوخش ملخ ديل ريز ولشل عمل ير سو يقيش بيصير وزغلوش دالا ويمخدس رمضان عرس ميل دوخشل سانش ميل بشبول ديك بولخ ميل بيتشبول ديك بولخ دال شيدو عادين قابل دين دق يسنا تبوخ بالبوخاتوش تبينك دق يبوش دال قابل ساعة دويل وزغلوش دالا ويمخدا ويباتشا رمضان عش عالش ويل ويمورك عالش بويل ويجري عالش بويل أوكرين محكا قايقش بول ويجري عالش بويل وزغلوش دال بقو طولة يل وزغلوش دالا أخ ليلة القدر بويس بيركت دائما مسخين على دويل وانت هر شهر رمضان بوت ليرين شهر دويلوي هر لير دال إيمان توفيق مقشل غورة حان الرزق ما إيش دويلوين دال شاويزر شيل شويزر عليه الصلاة والسلام أولى أش بيزر دويلوين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Ряды вооруженных сил пополнят патриоты со всей страны, в том числе и чеченцы. Бойцы прошли ускоренный курс тактической и огневой подготовки на базе Российского университета спецназа. Обучал их высококвалифицированный инструкторский состав. Все новобранцы обеспечены современным вооружением, экипировкой и всем необходимым для несения полноценной службы. Все нужды бойцов контролирует глава республики Рамзан Кадыров за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На проводы прибыли официальные лица. Они напомнили о главной цели поездки – защита мирного населения Донбасса и очищение украинской земли от ненацистских формирований.
Главное, слушайте наставления своих командиров. Это залог успеха, залог нашей победы. И самое главное, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми к своим семьям. Вы всеми своими патриотическими, так скажем, проявлениями доказали, что вы достойные сыны своего народа, своего отечества. Удачи вам, бойцы! Берегите друг друга, поддерживайте, и мы вас, конечно, ждем живыми и здоровыми. Стоит отметить, что многие из добровольцев не впервые отправляются на передовую. Сотни людей разных национальностей объединены одной целью – положить конец несправедливости, которую вершат неонацисты и бандеровцы. اشتخون دول باش بر اشتخون دول با ویش دست خود سند دول دوش تو اتسی و اینخش سی و لردی دو آمد هجنیق دا چک دام آمد سیل الله اکبر. Знамя Победы является официальным символом победы над нацистами в Великой Отечественной войне. В Центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова состоялось праздничное мероприятие. Обучающие приняли копию знамени. О том, как подготовились учащиеся и про атмосферу расскажет Турпал Тайсумов. Ровным строем учащиеся Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова готовятся принять копию Знамени Победы. Это полотно, символизирующее подавление зла в виде фашизма. Участие в мероприятии приняли и внуки первого президента Чеченской Республики. Поддержать детей прибыли и уважаемые гости. С приветственной речью выступил министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. داقا ديتسدين دوتي داقا اش دغجو عبوي خايت دلحا خنزام دعميال بيدا وي ветеран шальш إذا ويا نوخشي شوحة إس Герои Советского Союза خلا تيرا تصحبول شارنا وي مخكا دان شول ديحات صباح كان شول ديعبيه دعيلايات إذا وندالشا خارجونش ليلينا مخكا دار نستل تعبيرش دانبوش إيش هدقي استديتشي شون تخوش شعورن خاش دو سون شول ديك أقا شوغا جو دوق دير در وي إستوري يتسير تغن وي كنش دونا دنيا نقرأ لها يزيوشل истории дона, Орден Богсан, Декчуалаттер Амер. Чеченские бойцы, находящиеся на передовой в зоне специальной военной операции, рискуют своими жизнями, чтобы сторонники идеологии нацизма не попали на нашу землю, отметил председатель региональной общественной организации Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Чеченской Республики Майербек Исмаилов. Украина табыч была, там и био чусай айта, войн Рамзан олш махиллера, иген хсасу. سير وين قيدوش الكولتور ير قير دونا يجين حسسون يصير بيهولد اسايتا ويكنت سيح شيسين وش سقوش داغلوش بو دال سر اتو بول بلشير دال ديقل بول لزين شير دال مارشلا دول دال وي اربعن بولخه Передав Знамя Победы, ребята выступили с песнями и стихами. Ашура и Эсет Кадыровой вместе исполнили одни из красивых строчек. Не менее патриотично исполняются и стихотворения в исполнении Абдуллаха Кадырова и других. Поздравляю с Днем Победы от души наш первый класс. Счастья всем мы вам желаем, и пусть радует все вас. Финальная песня была посвящена величию страны и миру во всем мире. Знамя Победы стало большим символом величия подвига фронтовиков. Они совершили поистине героический шаг, подавив фашизм. И сегодняшнее поколение гордится ими искренне. Турпал Тайсумов и Саидмин Мусаев. Вести. Чеченская Республика.
6 семей из городского округа города Аргун не имели до сих пор своего жилья и находили только временное решение этой проблемы. Между тем, практически в каждом случае среди этих людей имеются больные, немощные, да и в целом речь идет про обездоленных, находившихся в трудной жизненной ситуации. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, узнав о проблеме семей, построил для них дома. Побывала у новоселов Амина Топилагова. Рамадан. Как прекрасен и благословенен этот месяц. Мусульмане ищут довольство Господа через благодеяния и приумножают их. На сей раз президент регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна протянула руку помощи жителям городского округа города Аргун. Благодаря бескорыстной помощи благодетельницы люди обрели жилье. Ключи новым обладателям в торжественной обстановке передал мэр Ильяс Масаев. Региональный фонд Ахмата Хаджи Кадырова фонду ялх цену танда дин даватина аргунский округ я аргун чуахо хоберт кала цену аштаган далуш бал бештуя ва мехде поручение цани эзнаган тагана далуш то ибал чак бак что тунт билна бар ибал так хонех арх тхайц арх баркал дерес кала ла ва мехде на рамзан хажин ва мехнан Комета Гадаева и ее 6 детей ютились в одной комнате в доме родственников мужа. Таких, казалось бы, элементарных вещей, как горячая и холодная вода, не было. Приходилось адаптироваться к отсутствию удобств. Обращение в региональный общественный фонд в корне изменило судьбу семьи. Цаая хирду алмехтига яцар таганлеч дина масууман ясой данистелчи ирсто шуқоли қиятарсун сабаш ирсто штагала иштус машчу ячи бян далса дуалқи визандел адагмалячун дир чоха соғат динак қасус машу доғшил хиду чуақи умадата масуум динчт эдала дин дахиттина. У Энгеласовых также не было своего жилья, приходилось снимать. С появлением детей, а их 3, возникли дополнительные финансовые траты, что усугубило ситуацию. Но в священный Рамадан мечты о доме стали реальностью. Ахмат Хаджи фонди образится динер одалтин газот қобалдарг дал варжалақ вақил эвезендела. Но иш сихтайн хусам шхири ал итсан ойлам цайнер обадагдич. Дала томар дасли харусам шхайл хоқчу дехи тохоқан чо дақи динаца долш. Кутурша, ала цауш дворца карашис на сом ала отвесхал дал сар дуэлхар отвой рамзани отвой мехкнанилч аману дал ищи даха дуэлвоин везендел царшин дал мокшала лойл. Свою радость не могут скрыть и самые юные представители семьи. Дал сар дуэль шучинос дал сар масион шиина угар картни гуля школ хиларду. Рамзанина, деру дуксом, дуканьер сокерт ковиесфол. Дереши Рамзана, Аймануна. В селе Бердикель было передано 3 дома, а всего по городскому округу города Аргун 6. Построить дом и обустроить его удовольствие далеко не из дешевых, но человеческое счастье бесценно. В Рамадан для этих семей случилось настоящее чудо. Благодаря бесконечному милосердию Рамзана и Аймани Кадыровых в это священное время они обрели кров и Ид-аль-Фитр будут праздновать у себя дома. Амина Тупилагова, Саидали Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. Карта бесплатного подвода газа в дома жителей региона заметно расширяется. В Аргуне планируют обеспечить голубым топливом еще 400 семей. Проводится работа по поручению Владимира Путина, который в своем выступлении Федеральному собранию дал соответствующее поручение по социальной дегазификации. Репортаж Лейлы Муртазовой. По городскому округу Аргун сотрудниками «Газпром» газораспределения Грозный активно ведутся работы в рамках социальной дегазификации. Планируется подключить к сетям более 400 абонентов. Мы уже подключили к сетям 91 абонент и построили свыше 4 километров газопроводов. Также в рамках программы строится более 30 километров газопровода. Все работы по подводке голубого топлива к земельному участку и к домовладениям ведутся бесплатно. Из-за новых построек и поселения у людей возникает вопрос с проведением газа в жилые дома. В одиночку решить эту проблему сложно, поэтому жители должны подать соответствующий пакет документов. После сформирования общего списка специалисты приступят к прокладке линии.
na da gazifikācija kiek šodien liero, tādēļ lietmat. Un gaz datu šo datu šo, mēs iet dienā borbu ēlē iet un ar doku kādu ar šiek dalurdāts ar un daž ar gēna reālo iešu. Подать заявление на подводку газа к земельному участку можно в любом филиале «Газпром газораспределения Грозный». Далее, после рассмотрения, специалисты выйдут на место для осмотра, разметки территории и замера необходимого количества труб. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Очередные медали в копилку Чеченской Республики завоевали наши бойцы на первенстве России. Всего в турнире, прошедшем в Якутии, участвовало 300 юниоров до 21 года из 42 регионов страны. Нашу республику представляли 16 спортсменов. Для некоторых это было первое соревнование такого высокого уровня. Однако они достойно показали себя. В итоге наша команда завоевала золото, серебро и 2 бронзовые медали в различных категориях. В столичном аэропорту победителей и призеров встретили чиновники, родные и близкие. Соревнования прошли очень хорошо, так сказать. Можно было еще лучше, но на сегодня это очень хороший результат. Это у нас получается 1 чемпион, 1 второе место и 3 третьих. Ну, это лучше, улучшили свой прошлогодний результат. Tani zborne zalčua, gulaloš, tani trenirovki, aš ovše odjaš. Treners maksimalna qahi gartun dia. Далуш так дам диро. Сегодня в 23:00 смотрите интеллектуально-познавательную телеигру «Эрудит». В очередном выпуске председатель профсоюза обучающихся и руководитель Совета студентов Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Усман Хажиханов проверит свои знания в различных областях. Она помогает не только увеличить кругозор и развить интеллект, но и прививает желание учиться. Будьте готовы к увлекательному путешествию, полную загадок и головоломок вместе с нами. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.